Салям алейкум, привіт усім, хто дивиться телеканал АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і по всьому світу, і в різних кінцях України. Абсолютно різні люди цікавляться тим, що відбувається з нами, нашою війною, і не просто цікавляться, їм не байдуже це, вони переживають, вони допомагають. Хто чим. І я радий, що сьогодні до нас погодився долучитися Юрій Федоров, людина, яка завжди ніколи не відмовляється давати інтерв'ю, коментувати, причому робить це дуже тверезо, дуже обережно і зважено. Прошу, військовий і політичний експерт Юрій Федоров. Салям алейкум, пане Юрію. Алейкум салам. Радий вас бачити. Перейду на трофейну мову, як я її називаю. И я вообще-то хотел начать с анализа вот этого украинской мовы вытека, ну, утечки, значит, разведывательных вот этой данных Пентагона, там, разведки и так далее. Но не могу не начать с событий, которые, ну, в последние дни, наверное, больше всего потрясло. Это кадров, на которые отреагировал сразу же и президент Украины, кадров садистских казней украинских солдат. Вот видели ли вы эти кадры, да или нет, но о чем это в принципе может свидетельствовать? Вот такого рода террористическое, игиловское, может быть даже и хуже поведение так называемых российских солдат. Я видел один ролик, этот чудовищный, с отрезанием головы. Не хочется это повторять, ужасное совершенно зрелище. Но дело не в моих этих чувствах. Они понятны, как, я думаю, понятны чувства практически всех, наверное, жителей Украины, которые видели это. Меня, что я могу сказать? Вот на самом деле меня не очень это удивило, потому что такого рода поведение, такого рода садистские проявления, это ведь не первый раз характерно для русской армии. Можно вспоминать разные исторические эпизоды. Можно, ну, например, штурм Праги, это пригород Варшавы в конце XVIII века с совершенно чудовищными злодеяниями, учиненными русскими солдатами. Под руководством, кстати, генералиссимуса Суворова, одного из героев российской истории, военной истории. Можно вспоминать и то, о чем очень не любят писать в России, но историки это знают. Обычные люди знают об этом, наверное, ну, практически ничего не знают. Это о злодеяниях советской армии в Восточной Пруссии, Польше и Германии в конце Второй мировой войны. Это был конец. Ну, это был 44-й год, вторая половина, 45-й год. О том, что делали солдаты оккупационной армии в Германии, я имею в виду советской, уже после того, как поражение Германии было признано. Чечня, Афганистан, правда, в Афганистане, ну, я не встречал вот историй вот таких чудовищных, как это происходит в Украине. Но ну, почти то же самое, в общем, садистские проявления. Так что это не является чем-то таким ну, чуждым или вот элементом каких-то последних дней. Нет, это, в общем, присуще русской армии, и, видимо, это отражение, ну, как всегда, то, что происходит в армии, это отражение общества, это отражение процессов, происходящих в обществе. Это свидетельство того, что я мог бы назвать, если использовать научные такие термины из психоанализа, это садомазохистский синдром, но не в его таком прикладном бытовом сексуальном смысле, это более сложное явление, когда собственное угнетенное, дискриминированное положение люди компенсируют зверствами по отношению к тем, кому они могут это себе позволить.
Это, в общем, достаточно типичное явление для многих режимов, для многих стран, не только режимов стран, для населения стран, привыкших жить в условиях тирании, как это, в общем, характерно для российской истории. В отличие от тех стран, в которых общество в силу тех или иных причин, не важно, в общем, воспитывало людей, обладающих чувством собственного достоинства, обладающих желанием и способностью защитить собственные интересы от произвола, будь то властей, будь то значит, рабовладельцев или владельцев крепостных и так далее. И для России это характерно, к сожалению, вот в своей достаточно острой форме. И это печальное явление для России, я должен сказать. Это, конечно, ужасное явление для тех стран, для тех народов, которые являются жертвой российских амбиций, российской агрессии. Но, в общем, это еще и плохой сигнал для самого русского общества, потому что, в общем, такие страны, такие общества плохо кончали. Хорошо, что вы, Юрий, вспомнили так называемого полководца Суворова, который в основном прославился-то не победами своими какими-то великими, а расходованием человеческого мяса, ну, человеческого материала. Он его вместе с войском Екатерина продавала там, ну, точнее, его войско продавало его там, по-моему, австрийской короне, просто как пушечное мясо. Он возвращался там с 15%, по-моему, своих альпийских, ненужных абсолютно России походов. Ну, вот, утилизировала там этих вот крепостных, рабов. И также можно вспомнить, что до этого Суворов вообще палач, ну, скорее не полководец, а палач. Он подавлял восстание Пугачевское, так называемое, устраивал массовые там казни, резни. Потом он в Крыму куражился, еще где-то, я точно его историю все не помню, но он именно отличался садистскими, он такой был аскет более или менее, вот, типа по слухам, но любил свой возить ордена в сундуке и ни в грош не ставил своих солдат, но, соответственно, его солдаты ни в грош не ставили жизнь людей других. Они действительно в Крыму, ну, было нечто, да, но и, собственно, на Кавказе там другие, правда, орудовали, но было то же самое, тут действительно ничего нового нет. Но вопрос только в том, что вот как вы думаете, у меня просто такое предположение было, чисто психологическое, что этот садизм, он присущий самому Путину, что вот это, то, что они творили в Буче, там, в других местах, Мариуполе, вот это массовое уничтожение людей, что фюрер именно этим наслаждается, и именно в этом для него, ну, один из смыслов той войны против Украины, которую он начал. Да, скорее всего, потому что Путин является вот типичным представителем того самого глубинного народа, который составляет большинство российского или русского населения. Хотя, наверное, можно говорить о российском, потому что не только русские по крови, этнические русские, но и целый ряд других этнических групп, которые живут на территории Российской Федерации. Но не в этом дело. Дело, в общем, не в соотношении крови и почвы, там, крови и культуры. По-разному бывает. Но да, да, и, кстати говоря, в этом одно из объяснений, один из факторов политического долголетия Путина. Потому что мы же задаем вопрос, а почему, собственно, вот человек, который ни в грош не ставит собственное население, собственных избирателей, ну, избирателей, в общем, никого не избирают в России, это мы хорошо знаем, но почему он 23 года находится у власти, повторяю, ни в грош не ставя население подвластной ему страны? Да потому что население видит в нем себя, ну, как бы смотрится в зеркало, видит в Путине свой идеал в какой-то мере, свое отражение и свой идеал. И я думаю, что в этом как раз и является вот один из факторов долголетия. Но дело не в этом. Да, конечно, Путин наслаждается унижением и мучениями тех людей, которые
в которых он видит своих врагов. Ну, возьмите, скажем, историю с Навальным. Я понимаю, что в Украине по-разному относятся к Алексею Навальному. И дело сейчас не в нем, а дело в том, что это человек, бросивший вызов Путину, но и Путин, как говорят, он чуть ли не ежедневно или еженедельно смотрит видео, которые снимают о том, прямо в камере, где находится Навальный. Посмотрите на мучения, которые претерпевает Саакашвили, совершенно очевидно просто по указанию Путина. Потому что, ну, это известная история о том, как Путин возненавидел, как и почему Путин возненавидел Михаила Саакашвили. И, значит, видимо, вот это его такая тупая, но изощренная месть. Ну и масса других примеров. А Украина – это пример достаточно типичный и массовый. Это уже речь идет не об отдельных людях, не об отдельных личностях, которые оказались на пути у Путина, бросили ему вызов, и, соответственно, он наслаждается их мучениями. Но мне представляется, что вот целый ряд эпизодов и моментов агрессии России против Украины, в том числе бомбежки и попытки заморозить людей в холодную зиму, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Это все тоже это признаки такого садистического ведения войны, где мучение и унижение противника являются одним из и мотивов действий агрессора, и методов, которые он использует в достижении своих целей. Вы знаете, Юрий, я вспомнил, вы подтвердили мои догадки. Я об этом, кстати, не знал, вот конкретно по Навальному. Понятно, что мы как политики мы к нему плохо относимся, но он поддержал Крым наш, собственно, первый этап геноцида. Ну, Поэтому да, известно. тут просто извинениями не отделаешься, но мы его не обсуждаем сейчас. Вот, и, кстати, он не извинялся. Вот, а про то, что действительно он смотрит, оказывается, и я впервые узнал о таких наклонностях маниакальных. Лукашенко. Я несколько лет назад, много уже лет назад, я прочитал книгу одного белорусского оппозиционера, и он рассказывал, что да, он когда сидел в этой тюрьме КГБ в Минской, там все знали, что идет трансляция Лукашенко, что он с сыном своим смотрит, там, как людей раздевают, там, ну, всячески там пытаются унизить и так далее, ну, и пытают, наверное, тоже он это смотрел. Просто этого человека не пытали конкретно, там, физически, вот, не мучили. Ну, мучили, но не так, не брутально, без крови там и так далее. Вот, да, я думаю, что вот я догадывался, что Путин у него научился, у Лукашенко. Вот, научился, наверное, в том числе, хотя он, наверное, один другого могут поучить, несмотря на разницу в возрасте, два таких нормальных садиста. Что хочу продолжить разговор, конечно, про контрнаступ. Вот буквально там вышла вчера статья в Вашингтон-Пост. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, ни в коем случае. Вашингтон-Пост тоже и ошибалась часто и публиковала непроверенные вещи, и извинялась потом. Это в американской традиции, то есть не следует там вот нашим зрителям, говорят, там, за сердце хвататься после каждой публикации Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс. Они там, журналистика по-разному работает, вот, и так далее. Но, тем не менее, как повод задать вам вопрос. Вот американське издание повідомляє, що запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, через повільне постачання Заходом техніки, боєприпасів та злив секретних документів Пентагону, де йшлося про вразливі місця в українській ППО, протиповітряній обороні. Ну, далі, дословно, цитата з Вашингтон Пост. Очікуваний весняний наступ розглядався як єдиний шанс для України в цьому році відвоювати територію, утриману російськими військами, що становить близько п'ятої частини країни. Але операція затримується через погодні умови, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів, що посилює побоювання, що ситуація може зайти в глухий кут. Ну, я більше не буду. Ну, тут про вытек документов. То, что как вы вообще оцениваете эту историю? Она очень непонятная и
сначала так ее оценивали, потом начали находить в ней, вот я видел сообщение, что это вообще, может быть, частично и была утечка, но там очень похоже на российскую ИПСО и так далее. Вот в целом ваша оценка того, что вот называется сливом документов, и как это может повлиять непосредственно на войну? И действительно ли это влияет? Насчет того, что как повлияет, мне трудно сказать. Я думаю, что не очень повлияет. Я потом попробую объяснить. Мгм. Что касается самой этой истории, есть разные версии о том, что это, что стоит за этой историей, что стоит за сливом, за появлением документов. Мне представляется наиболее вероятным две возможности. Либо это документы, которые были получены разведывательным путем с помощью агентуры, судя по всему, российской агентуры в Вашингтоне, такое бывало, и известна история о нескольких шпионах российских, которые уже после падения Советского Союза, значит, действовали в Вашингтоне. Один был этот Олри Чеймс, это был достаточно высокопоставленный чиновник ЦРУ, другой Хантер, по-моему, его фамилия, могу сейчас ошибаться, это был человек, отвечавший за слежку за советским посольством, за советским, потом за российским посольством в Федеральном бюро расследований, но были, видимо, и другие. Это наиболее известные. То есть сам по себе факт, сама по себе возможность того, что где-то в высших кругах вашингтонской бюрократии действовал и действует пока еще неопределенный российский агент, она, в общем, вполне себе, кстати, правдоподобна. Хотя, конечно, расследование покажет. И, соответственно, ну, какая-то часть документов, которую он передавал в Москву, значит, вот было сочтено возможным их опубликовать с тем, чтобы добиться неких целей. Каких? Ну, прежде всего, внести разлад между Вашингтоном, его союзниками, между Вашингтоном и Киевом, посеять недоверие к Соединенным Штатам, к способности Соединенных Штатов обеспечивать секретность достаточно деликатных переговоров, достаточно деликатных оценок, которые идут, которые обсуждаются и вырабатываются в переговорах, в разговорах с союзниками, с партнерами. И естественно, что факт публикации такого рода документов, утечки и публикации, он подрывает доверие к способности Соединенных Штатов в данный момент обеспечивать секретность такого рода доверительных контактов. Там есть и другие материалы, которые тоже, как я понимаю, но я читал это далеко не все, значит, пока еще находятся в таком виде, что их можно прочитать более или менее свободно, да. Так вот, да, это одна версия, и тут понятно, о чем цели Москвы понятны. В какой мере это может осложнить проведение контрнаступления вооруженных сил Украины? Да, наверное, может, хотя, на мой взгляд, не стоит преувеличивать значение той информации, которая содержалась, ну, по крайней мере, в тех документах, которые известны сегодня. Но о чем там говорилось? Говорилось о том, что, причем это данные на 27 февраля, что вот определенные страны обеспечивают вооружениями, понятно какими, там указано какими, конкретно какие бригады вооруженных сил Украины, которые готовятся к контрнаступлению. Да? Ну, само по себе это для русских не безинтересно, конечно, но тем не менее это не является чем-то таким, что может сорвать наступление. Теперь дальше говорилось о том, когда будут по планам, опять же, вот в этом документе, когда по планам будут завершена подготовка тех бригад, тех 9 бригад вооруженных сил Украины, которые должны принимать участие в наступлении. Последние
бригады должны быть готовы 30 апреля. Ну, и есть целый ряд других моментов, которые, конечно, представляют интерес для России, именно как оценки со стороны американцев, значит, соотношение сил Украины и России, тех сил, которые воюют, действуют в Украине, и, соответственно, сил ВСУ, в целом, по тем или иным направлениям, ну, по Донецкому направлению, если говорить конкретно, хотя, может быть, там в других документах указаны и другие, есть следы очевидных совершенно фальсификаций, когда речь идет о потерях Украины и России, там в одном из документов это указано. Это совершенно не соответствует действительности. Там просто как, значит, сотрудники Bellingcat, они, в общем, очень быстро увидели эту фальсификацию. Что действительно является секретным, зачем охотятся все, ну, в данном случае прежде всего российская разведка, это, когда речь идет о контрнаступлении, это направление главного удара, где, по какой линии, по какому направлению будет нанесен удар, и, естественно, сроки, когда этот удар будет намечаться. Ну, понятно, что планы, которые разрабатываются в Генштабе Вооруженных сил Украины, они могут иметь различные, ну, конечно, так всегда делается, значит, разрабатываются различные варианты, в том числе и варианты начала наступления, различные даты, поэтому решение принимается в самый последний момент. Теперь есть другая версия. Есть версия о том, что вот эта утечка – это результат личных действий какого-то, ну, какого-то достаточно человека, имеющего доступ к этим материалам в Вашингтоне. Но это может быть не обязательно высокопоставленный чиновник, это может быть и секретарь, это может быть там помощник, может быть технический сотрудник, кто его знает, это мы можем только гадать. Такие случаи тоже были в истории Соединенных Штатов. Был такой во время Вьетнамской войны сотрудник Пентагона, кстати, Даниэль Элсберг, который по какие, я уже сейчас не помню его мотивы, но, видимо, они были, видимо, он был не согласен с политикой правительства, и вот в качестве протеста опубликовал целую серию, большую серию документов, секретных документов. Это потом они были изданы в виде книги под названием «Документы Пентагона». Был Сноуден, тоже известная история, это уже известная последних лет. Ну, там, правда, это не знак протеста против, как я понимаю, против политики Соединенных Штатов. Какие-то иные были, может быть, психически не очень нормальный человек со своими отклонениями. Да, такие истории тоже были. Поэтому, ну что сказать, тут ответ должны дать правоохранительные службы США, Федеральное бюро расследований, которому поручено разбираться в этом, американское, в том числе это ведомство отвечает за контрразведку. Так что они в первую очередь должны разобраться в том, кто виноват. А теперь, что вот один из аргументов, который выдвигается против версии о том, что это источник был российский агент, это просто достаточно понятная вещь. Агент, имеющий доступ к материалам такого рода, он, естественно, после публикации этих документов, его рано или поздно, скорее рано, все-таки вычислит американская контрразведка, арестует, значит, там будет соответствующий процесс, ну и так далее. То есть, грубо говоря, публикуя эти документы, если эти документы публиковала российская разведка, она, в общем, значит, ну, практически подписала приговор своему агенту. В общем, тут нужно разбираться и разбираться. Но то, что эта история, неприятная для престижа Соединенных Штатов, подрывает
ну, доверие, как я уже говорил, к Соединенным Штатам не безумно, не очень сильно, потому что, в общем, ну, лидеры, политические лидеры различных стран прекрасно знают, что страны всегда шпионят друг за другом, и за противниками, и за союзниками. Это все в порядке вещей. Так что ничего нового они не узнали, но неприятно то, что это стало достоянием широких масс. Вот что неприятно. Так что, да, что касается Украины, я не думаю, что это принесет серьезный ущерб той подготовке контрнаступления или наступления вооруженных сил Украины, которая готовится. Ну, по крайней мере, те материалы, которые известны, это материалы устаревшие, ну, информация устаревшая. Ну, 27 февраля, значит, там, ну, известно, что, допустим, что это правда, что там, скажем, такая-то бригада укомплектована на такой-то процент. Ну и что это было 27 февраля, а сегодня 12 апреля, сегодня процент будет другой. А вообще-то русские, конечно, хотели знать, какой будет процент укомплектования личным составом, вооружением к моменту начала наступления. А вот когда это наступление начнется, мы не знаем. И, видимо даты еще не определены пока. Ведь называют разные, как бы, ну, не то, что конкретные числа, но, если я правильно понимаю, сегодня премьер-министр Украины сказал, что это будет летом. Вот так, по-моему, что Но вообще, наступление... если честно, Юрий, странновато выглядит, когда премьер-министр Украины говорит о наступлении, это не его епархия совсем. Или когда Блинкен говорит о наступлении, это тоже, в общем, военным решать. И вообще, вот Данилов, ну, секретарь Да, Рады я национальной знаю. безопасности и обороны, сказал, что в реальности знают о планах максимум 5 человек во всем мире. Я не понимаю смысла этих разговоров. Но как такой шум медийный, чтобы еще больше запутать русских, ну хорошо, пусть будет, но как бы, мне кажется, с реальной жизнью это не очень соприкасается. Конечно, да, конечно, и естественно, совершенно, я думаю, что это абсолютно правильно. Вот то обстоятельство, что в Украине открыто обсуждаются разными людьми, и вот, ну, премьер-министр высказывается по этому поводу, а уж я не говорю об аналитиках и комментаторах, которые во множестве на разных каналах, в телеграм-каналах, в телевизионных каналах рассуждают о том, где оно, это наступление будет. Ну, естественно, что каждое такое выступление, ну, если не каждое, то почти каждое, оно, значит, попадает в российскую разведку и запутывает окончательно тех, значит, сотрудников, которые пытаются понять, а где же оно на самом деле будет. Я уж не говорю о том, что если открыто говорят о направлении наступления, там, скажем, в Запорожской области, то мне почему-то кажется, что на самом деле оно будет где-то в другом месте. Ну да, то есть тут столько версий уже, и в принципе я говорю, это неплохо. Для войны эффект запутанности, непредсказуемости, и неосведомленности и лжи, это еще Сунь Цзы, по-моему, говорил, это тоже вид оружия такой. Вот. Конечно. Хотел вот посмотреть с другой стороны на это дело. Я не уверен, что вы постоянно это смотрите, но тем не менее на российском телевидении и какие-то ролики есть там в разных соцсетях, настоящая истерика. То есть они прям вот реально истерят по поводу, они даже по-украински уже говорят контрнаступ, потом договаривают наступление. То есть просто какая-то Соловьев, там все вот эти, и что мы будем, а что мы будем делать, надо готовиться к худшему. Да, вот еще выезд из страны закрыт, будут повестки, значит, приходить в этот вот электронный ГУЛАГ, в этот личный кабинет подданного рейха и так далее. Что-то какие-то судороги непонятные психические. Как вы оцениваете реакцию, и о чем она, эту реакцию, и о чем она свидетельствует? Я думаю, что она свидетельствует о том, что, ну, по крайней мере, верхушка российской пропаганды, российских пропагандистов, ну, отражая, естественно, настроение в верхушке российского правящего класса, они, в общем, осознали, что дело плохо для России, что, в общем, войну выиграть невозможно, а проиграть очень даже можно.
что все расчеты на то, что Запад, там, скажем, не перестанет помогать Украине, что общество Украины, значит, в конечном итоге смирится с агрессией и пойдет на какие-то уступки. И все надежды политические связаны, ну, с тем, что даже надежда на то, что будет достигнута военная победа, уже понятно, что эта надежда рухнула, но надежда на то, что какие-то могут быть политические договоренности, которые позволят России выйти сухой из воды, что вот это все становится все менее и менее вероятным. Ну и поэтому для каждого из них возникает вопрос, а что я буду делать в условиях, если Россия потерпит поражение? А такое поражение возможно и все более и более вероятно. По крайней мере, так оно воспринимает, так ситуация, как минимум так ситуация воспринимается этими людьми. А если посмотреть на те утечки, которые идут уже не от пропагандистов, а из глубин российского истеблишмента, я вот имею в виду, ну, прежде всего, разговор известный Иосифа Пригожина с этим сенатором из Азербайджана, Да, не имеет значения. Да. не имеет значения. Да, они просто открыто говорят, что, в общем, все проиграно. А посмотрите, что говорит этот известный террорист Гиркин, Геркин. Гиркин, Стрелков или Стрелков Гиркин. Да, он прямо в последняя вот его длинная такая речь, унылая, очень унылая была по поводу того, что, вообще говоря, у России шансов нет, Россия проигрывает войну. И вот это ощущение тупика, в котором Россия находится, и из которого выхода, в общем, нет, ну, естественно, вызывает вот такую паническую реакцию с одной стороны. Причем эта реакция может быть двоякая. С одной стороны, ну вот давайте всех перебьем в Украине, и, значит, пусть вот Путин, в конце концов, использует ядерное оружие, такие же тоже есть настроения и высказывания, а с другой стороны, это просто паника. А что я буду делать? Я думаю, что Симоньян, там Соловьев и прочие, их в первую очередь интересует свое собственное будущее, а будущее достаточно мрачное, как я понимаю. Вот единственный шанс, я думаю, в реальности, который рассматривает Путин, это Китай, конечно. И, ну, мое мнение такое, он приезжал, Си Цзиньпинь, в Москву, и вроде как он ничего не дал, но в плане оружия. Понятно, что всем остальным они помогают, как могут, и в своих интересах. Но и не в интересах Си Цзиньпиня, чтобы России не стало, потому что тогда он остается один на один с Западом, как бы, и все это, фронт сужается, и не в его пользу, да, чтобы Путин пал, это ему невыгодно, и Россия потерпела поражение. Поэтому вот, по-моему, тоже в этих вот документах, что ли, там это было, проскальзывало, Китай что-то, или я где-то еще слышал, что Китай типа прочертил Западу и сообщил об этом Путину, может, по просьбе Путина, такую красную линию. Ну, мы знаем эти тысячные китайские последние предупреждения, эти красные линии бесконечные. Уже от этих красных линий, как зебра красная, уже просто мелькает в глазах все. Вот. Значит, и красная линия в том смысле, что если Украина перейдет на территорию России, вот которая в международных признанных типа границах, про Крым я там вроде ничего не слышал, да, то тогда, вот тогда уж Китай не даст пропасть своему лучшему другу, значит, фюреру и его рейху, значит, и начнет бесконечные поставки танков, там, самолетов, ну, все, что нужно для бесконечного продолжения войны, уже как для защиты России от нападения Америки. Естественно, это будет, так сказано, руками Украины. Вот как вы рассматриваете такого рода ситуацию? Мне кажется просто крайне маловероятным, что вооруженные силы Украины перейдут за границу 91 года. А зачем? Ну вот зачем? На мой взгляд, я, конечно, не могу говорить от имени Украины и общества Украины, но мне все-таки кажется, что главное это изгнать оккупантов, поставить забор и сказать прощай, прости, прощай.
больше мы с вами в ближайшие десятилетия знать мы вас не хотим. Вот как мне представляется настроение в обществе Украины. Другой вопрос, но вот тут мы опять возвращаемся к тому, с чего мы начали. Вот эти зверства российской армии на территории Украины. Вот это прощать нельзя. И вот тут, с другой стороны, шанс на международный суд, мне кажется, не очень серьезными. А вот идти по пути, по которому пошел в свое время Израиль, когда уничтожал тех и нацистов, и потом террористов, вот это более практичный путь, я бы сказал. И вот не случайно же время от времени я просто смотрю на то, что публикуется в Украине. Вот были, значит, фотографии, и было сказано, что летчики, там были фотографии их жен, так, в достаточно легкомысленных позах, и было сказано, что летчики, бомбившие Мариуполь и сбрасывавшие бомбу, в том числе сбрасывавшие бомбу на театр, вот мы их знаем, их фамилии, имена, адреса. Вот мы видим их фотографии, вот мы видим фотографии их жен, и пусть они поостерегутся. Ну, по крайней мере, намек был такой, пусть они поостерегутся. И действительно, такие ведь вещи прощать нельзя. Ну вот, например, одна из новостей последних дней, что в Украине заочно будут судить генерала русского, который руководил штурмом Азовстали. Вот то, о чем как раз вы сказали, да. Ну, хорошо, заочный приговор можно, а потом его надо будет реализовать. Я хотел бы еще поговорить, знаете, о чем? Поездки... Нет, давайте про войну уже, политики чуть потом. Пакистан. Неожиданно для меня сообщение на днях, что Пакистан будет поставлять там сотни каких-то контейнеров вооружений, значит, Украине через Польшу, на фоне такого очень неприличного, на мой взгляд, поведения Индии, которая, ну, не совсем как Китай себя ведет, но тоже довольно пошло. Вот, Пакистан, который как бы никогда не рассматривался как союзник Украины или как страна, которая нас симпатизирует. Мы просто о ней не думали никогда в этом плане, да. Вдруг поставляет, понятно, что, конечно, это стимулирует Соединенные Штаты, как и Сербию, вот как выяснилось, тоже стимулирует и разные другие страны. Но тем не менее, просто в объеме боеприпасы нужны здесь и сейчас, да, их сразу не нарежешь как колбасу, да. Вот. И Пакистан участвует, помогает открыто и так далее, и так далее, и так далее. Но о чем это свидетельствует, например? И какие еще страны могут, на ваш взгляд, помочь Украине именно в насыщении вооружениями, боеприпасами и так далее, ну, кроме тех стран, которых мы знаем по Рамштайну? Ну, насчет тех, кто может помочь, мне сказать трудно, но сам по себе факт, вот это две страны, и Пакистан, и Сербия, по самым разным, видимо, конкретным мотивам начинают помогать Украине. Ну, а Пакистан, тут можно, конечно, поразмышлять о том, что Пакистан делает это в пику Индии, но я думаю, что не в этом дело. Или точнее, не только в этом. А дело в том, что в общем, все более распространяется и утверждается в мнении международного сообщества идея о том, что Украина победит. А лучше всего быть на стороне победителя и вместе с победителем, а не на стороне побежденного. Я не беру, я очень мало знаю о том, что происходит в Пакистане, какие там, в общем, как я понимаю, достаточно сложная ситуация внутри, и там много своих проблем. Но Пакистан ведь достаточно часто был, ну, почти всегда был, как бы, если не союзником, то партнером Соединенных Штатов. Очень трудным партнером, но тем не менее. Так вот, мне кажется, что это жест такой. Мы понимаем, что победа в общем клонится в сторону Украины, что перспектива российского выигрыша равна нулю в этой войне. Ну, а значит, почему бы не поделиться с победителем, почему бы не помочь победителю. Припомнят ведь и хорошо,
и хорошо будут запоминать нашу позицию. И у сербов, в общем, похожая позиция. Они понимают, что ну, у сербов, сербам ведь нужно вступать в ЕС. Одно, я не думаю, что это условие вступления в ЕС, присоединения, хотя, с другой стороны, наверное, так оно и есть, присоединение к санкциям против России, ну, это, в общем, позиция Европейского Союза, ну, и для сербов, как для людей, в общем, для политиков сербских, как для людей более-менее прагматических и здравомыслящих, ну, в общем, а почему нет? Россия проигрывает, Европа и Соединенные Штаты выигрывают вместе с Украиной. Давайте будем на стороне победителей. Я это так понимаю. Ну, близко, я думаю, к истине. И с другой стороны, есть страны, которые не просто активно помогают, а поддерживают на 100%, помогают как только могут. И с первых дней. Среди них, конечно, на первом месте стоит Великая Британия, ну, Польша, понятно, и Великобритания. И вот кадры обошли, значит, наши, ну, в интернете, как провожают британские офицеры, стоят, отдают честь, проезжают автобусы с украинскими военными, которые там обучались. Говорится о 20 тысячах обученных военных украинских, которые возвращаются, да. Далее я лично видел в Вильнюсе, ко мне подходили люди, когда я там был в своей волонтерской поездке, они подходили, наши военные, они там обучаются. Я так полагаю, во многих странах сейчас проходит обучение наши военные. О чем это говорит, зачем нужно такое именно количество, чему они там обучались и как это, во что это может вылиться на поле боя, что изменится на поле боя после этого обучения, которое длилось, по-моему, ну, вот, ну, в принципе, весь год, наверное, но ну, полгода точно. Да. Ну, во-первых, чем больше людей, обученных по методикам НАТО, тем лучше. Естественно, хорошо было бы э, вся, все вооруженные силы Украины прошли бы такую подготовку. Ну, понятно, что это невозможно. Что это значит? Это значит, что люди получили, многие из них, наверное, это люди призванные, только что некоторые имеют боевой опыт, некоторые не имеют, но пройдя это обучение по методикам, которые хорошо отработаны. Хотя, кстати говоря, вот интересно было бы посмотреть, ведь эти методики, они нигде на практике не использовались. Но понятно, мы же не знаем, НАТО не воевал. Ну, в Афганистане, но это совсем другая война. Так что, но тем не менее, да, людей, которые получили хорошую подготовку в качестве пехотинцев, в качестве штурмовой пехоты, поняли, освоили ну, определенные, даже не азы, а достаточно глубоко, как я думаю, освоили военное дело, по крайней мере, в теории. Особенно если эти люди имели уже боевой опыт, если они уже были где-то на передовой, и потом они понимают, сопоставляют вот то, как они действовали, и как, вообще говоря, ну, умные люди советуют, как нужно действовать, это очень много. Теперь смотрите, 20 тысяч подготовлено в Великобритании. Вот недавно я видел такую цифру, которую называл официальный представитель Пентагона, что в настоящее время 11 тысяч человек военнослужащих, ну, солдат и младших командиров вооруженных сил Украины проходят подготовку в Европе, и 3000 проходят подготовку, ну, правда, опять же, в Германии, но на американских базах. Угу. Так что, ну, вот считайте, это где-то, наверное, треть тех сил, которые готовятся в вооруженных силах Украины для наступления. Это очень много. Это очень Я много. вот вообще не военный человек и просто предполагаю так, да, но их же учат там не стрелять даже вот из винтовок там или даже из танков. Но научить стрелять из танка, ну, наверное, можно там за какое-то короткое время. Я предполагаю, что речь идет об обучении взаимодействию родов войск, взаимодействию через
там средства связи современные, со спутниками, онлайн-война, там вот это с командованием и так далее, как-то вот, ну, что-то такое, не то, что вот мы там представляем себе, вот на полигоне постреляли и вот обучились, а как это выглядит на самом деле, я прав или не прав? Вы правы, но когда речь идет о командном составе, когда речь идет уже о генералитете, там, о командирах бригад, которым действительно требуется вот эта вот проблема взаимодействия родов войск, то есть ну, в данном случае авиации, сухопутных войск, значит, командир, нужно научиться действовать совместно, скажем, командиру пехотной роты и командиру артиллерийской бригады, которая находится, ну, скажем, в составе той же артиллерийского дивизиона, который находится батареи, или дивизиона, который находится в той же бригаде. Вот это очень важно, чтобы эти люди понимали, как они вместе действуют на поле боя. Ну, то есть, условно говоря, командир пехотной роты сталкивается с противником, который находится вот в таком-то месте, на такой-то высоте или там в таком-то овраге, условно говоря, и он моментально связывается с командиром батареи и говорит, вот смотри, там находится значит, вражеская группа, вот давай накрой-ка ее там артиллерийским налетом. Вот такое взаимодействие, ну, еще важно, ну, это очень важно даже взаимодействие с авиацией, но авиация, видимо, не будет сильно использоваться в больших количествах, использоваться в наступлении, а вот артиллерия, да, это очень важно. Это первое. Второе, важно очень использовать данные разведки, которые получаются не только со спутников, но и с квадрокоптеров, с этих всякого рода вот таких летательных аппаратов небольших, которые находятся, ну, по крайней мере, на ротном уровне должны находиться такие аппараты, которые позволяют командиру внимательно, ну, понимать, вот, что происходит перед ним там, в тех местах, где он физически не может увидеть, в бинокль, допустим. Это принципиально важно. Вот это все вместе взятое, это называется сетицентрическая война. И вот те армии, те вооруженные силы, которые обучены этому и умеют применять на практике эти методы, они имеют огромное преимущество. Теперь, а что касается вот такого рядового и сержантского состава, то тут немножко другое. Тут нужно понимать, как правильно действовать в условиях вот непосредственно боевого столкновения. Вот как можно укрыться от артиллерийского налета, как нужно передвигаться, кто там небольшими группами, допустим, как это принято сейчас, кто тащит миномет небольшой, кто тащит или там два человека, кто несет мины, кто несет, помимо своего оружия личного, несет пулемет, как вот эта вот группа, действуя совместно, может решить те или иные задачи, стоящие перед ней на поле боя. Вот этому обучаться, этому можно научиться, этому нужно научиться. Вот мне кажется, что прежде всего именно в этом отношении обучение в Европе, обучение в Великобритании, в других европейских странах, в Соединенных Штатах учат все-таки обращаться, больше учат обращаться с тяжелым, со сложным вооружением, с теми же гаубицами, с теми же хаймерсами, патриотами. Вот этому больше учат, насколько я понимаю. А вот такая пехота, она готовится в Европе. И потом эти люди, прошедшие подготовку, они становятся своего рода центрами, может быть, занимают должность младших командиров, там, сержантов, допустим, там, каких-то замкомандиров взвода. То есть он уже умеет это делать, он рассказывает, показывает своим сослуживцам, как нужно действовать вот в той или иной ситуации конкретной.
Ну, я думаю, что да, так оно и работает. То есть они же приезжают делиться опытом, а не скрывать его, естественно. Вот. Ну да. Последний, наверное, блок. Два вопроса в одном, или фактически один. У нас 5 минут ровно остается до конца нашей беседы. Но мне кажется, это самое интересное об этом поговорить. Вот уже в Крыму оккупанты отменили в целях безопасности военный парад на 9 мая. Это главный праздник религии путинской победобесия, вот этого маниакального, да, вот этого культа смерти с этими полками бессмертными, с этими ракетами, которые везут по площадям, с этими убийцами, которые там маршируют с их женами и детками в пилотках и прочее, 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 с коляской в виде танка, да, как там, будьте здоровы, как там проходили. Извините. Будьте здоровы, главное. Вот. И уже в Белгороде отменили, чтобы не провоцировать врага, как они сказали. Значит, в Курске отменили, чтобы не провоцировать врага. Ну и, наконец, подвис вопрос о главном параде Рейха. О параде на Красной площади, где, ну, он, наверное, планировался, ну, хотя еще в прошлом году, как триумфальный, да, вот, а теперь это, ну, как-то... А что теперь делать? Потому что праздник-то нужен этот ему, потому что иначе как бы фюрер сдуется. С другой стороны, может быть, вы слышали, да, верно слышали, один из наших предпринимателей украинских пообещал 20 миллионов гривен, это не маленькая сумма, тем создателям дронов, которые отправят свои дроны на Красную площадь во время военного парада, где, ну, обязан стоять фюрер, пусть там он стоит, там, не знаю, в кубе в каком-то защитном, или там под какой-нибудь бетонной, там, невидимой плитой, или там пусть там все ПО. Вот с вашей точки зрения, вот такой троллинг, который может оказаться и реальностью на самом деле, да, вот к чему он может привести? К отказу от парада, к тому, что там не будет Путина, значит, к тому, что все ПВО оттянут в сторону Москвы, ну, испугавшись, если фюрер решит все-таки проводить парад, да, оттянут туда, и это тоже оголит какие-то участки фронта. Вот не является ли это вообще частью стратегии? Не может ли это так быть? Мы не знаем точно, можем только предполагать. И вообще, что может произойти 9 мая? Может, парад просто отменят? Уже 3 минуты осталось, я много говорил. Да, я думаю, что, скорее всего, парад отменят, потому что парад, в общем, это, как всегда, это был, ну, по крайней мере, в том мировоззрении, которое Путин и в России вообще доминирует, это праздник. Угу. А что праздновать-то? Праздник Победы. А победа есть? Нет, победы нету. Значит, и потом Путин должен что-то говорить. Он должен на этом параде, будь то там в Кубе, в этом стеклянном сидеть или рискнет появиться, значит, так вживую, или там голограмма какая-нибудь, ну, неважно, он все равно должен что-то сказать. А что он скажет? Вот я пытаюсь поставить себя на место его спичрайтера. А что можно написать ему? Опять то же самое, что вот там несколько десятилетий тому назад наши деды одержали великую победу. Ну хорошо, это все так. Но сейчас людям нужно сказать что-то о конкретной ситуации на конкретной войне, которая идет сегодня. А что он может сказать? Что вообще меня долго водил за нос Запад, поэтому вот поэтому я решил лучше там в какой-то момент, значит, вторгнуться. Но так ты же идиот, если тебя водили за нос. Какой ты руководитель Ну, в общем, страны? получается, что любое слово, рот открываешь уже в ущерб себе. То есть тут цуцванг такой, Ну, любой естественно, ход. ну да. Дорогой Юрий, ну, к сожалению, с вами можно говорить бесконечно. Я очень ценю наши беседи. Мне они самому очень много дають, я думаю, як і зрителям. Але час сплив програми. Я вам дуже дякую. І дякую всім нашим глядачам, які нас підтримують українське військо. Робіть це і далі. Дивіться АТР далі так само.